Деревня Верхний Парч. На языке коми, Вылыс Парч, расположилась высоко над рекой Вычегдой, как будто обозревая реку и таежные просторы, до самого горизонта. Умели наши предки выбирать места для поселений. Разве можно остаться равнодушным, попадая в такой вот живописный рай? Кажется, что ничего нет краше во всем белом свете. В далеком 1908 году, известный русский художник и исследователь Бессонов Борис Васильевич путешествовал по земле Зырянской. Подплывая на пароходе с названием «Самоед» к деревне Парч, написал: «В 25 верстах от Жежему лес опять расступается, и видны деревни Лебяжская и недалеко за ней Парчевская. Здесь правый берег опять стал гористым, и по гребням этих гор, с увалами между ними, протянулась деревня Парчевская, состоящая из 3 деревень: Кыфтыт-Парча, Шор-Парча и Катыт-Парча, то есть верхняя, средняя и нижняя. Все на вершинах холмов, а между ними увалы. В общем, одна очень длинная деревня. За ней опять идет лес, и по правому Нагорному берегу, и по левому Низкому. Горы правого берега, все покрытые лесом, видны своими выступами за каждым поворотом реки, и вдали вырисовываются синим силуэтом. Когда-то здесь кипела жизнь. Крестьяне возделывали землю, сеяли хлеб, трудились на сенокосе. Далеко разносился смех деревенской ребятни. Но ничто не вечно, и сегодня в деревне Верхний Парч осталось всего несколько домов, а оставшихся жителей можно пересчитать по пальцам одной руки. И все же больно смотреть на безропотно умирающую деревню. Кажется, что покосившиеся избы глядят своими окнами вдаль, и все еще надеются на какое-то чудо.
Две части деревни, Нижний и Средний Парч, образовали село, живущие и поныне. Желающие могут посмотреть видеообзор сегодняшнего села Парч с высоты по ссылке, размещенной в описании к этому видео.